Мы приехали в Республиканский бизнес-инкубатор, чтобы узнать о том, какие меры государственной поддержки оказываются нашим молодым предпринимателям. Бизнес-инкубатор – это не только льготная аренда помещений для начинающих предпринимателей, но и консультационная поддержка. Здесь можно узнать о мерах государственной поддержки, которые оказываются по всей нашей республике. Добрый день. Здравствуйте. Что хотели? Вы начинающий предприниматель? Совершенно верно. А чем конкретно вы занимаетесь? Занимаемся производством флеш-носителей. Флеш-носители. И для этого у вас что-то приобрели уже, да? Да, Оборудование? да, часть оборудования было приобретено нами. Ну, смотрите, для начала, пока вам нету года, вы можете обратиться за грантом для начинающих в мэрию города Якутска в отдел предпринимательства. И в последующем также, да, по возмещению расходов на оборудование вы можете обратиться в Центр поддержки предпринимательства, который находится на Ярославского, 3. Вот, там можно возместить, не только оборудование, смотря у вас какие расходы, еще, может, какие-то вам необходимые финансовые средства, там, на покупку оборудования, может, дополнительного. Да, мы рассчитываем на увеличение производства, поэтому было бы хорошо, если нас поддержали при покупке оборудования. А у вас уже есть свои средства, да, какие-то? Да. А дополнительные вам не нужны? Нужны. Нужны, да? Да. Вот, можете рассмотреть как вариант займ, который выдает Фонд поддержки малого предпринимательства. Они находятся на Орджоникидзе, 20. Там очень хорошие процентные ставки. Если сравнивать банки, то у них там для производства 6%, да, до 1 миллиона рублей. За более подробной информацией можете туда обратиться, как раз таки на покупку оборудования. Они, в принципе, в основном такое целевое назначение дают займ. Спасибо. Резидентом бизнес-инкубатора можно стать на конкурсной основе. Предприниматель должен принять участие в конкурсе. Это предприниматели, которым не более 3 лет с момента регистрации. Требования у нас в основном идут ограничения по видам деятельности, это подакцизные виды деятельности, и некоторые, да, еще. В основном пакет документов там самое основное – это бизнес-план, который будет оценивать. Стоимость квадратного метра первый год у нас составляет 150 рублей, то есть это 10% от рыночной стоимости, и плюс еще дополнительная оплата за коммунальные услуги. Наталья Борисова, Джилстан Трофимов, специально для ИСИА.